Я хорошо помню, что очень многие, особенно те, кто приезжал из Асаян, сравнивали этого, без сомнения, неординарного человека с Чингисханом. И правда, Владимир Сумакинович внешне и в некоторых моментах внутренне был похож на сотрясателя вселенной. Докладывает судья союзной категории, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики 2 Владимир Бичев. Знаменательно, что открытие мемориальной доски состоялось накануне чемпионата России по вольной борьбе. Урал-представитель Козыла удовлетворил инициативу Буяна Бичола и ходатайство президента региональной федерации спортивной борьбы Буяна Бурбучука в кратчайшие сроки. 26 апреля на сессии Хурала представителей, на 43-м сессии Хурала представителей приняли решение о удовлетворении заявления сына Буяна Владимировича Бичоол о мемориальной доске, в котором жил Сумакинович, Владимир Сумакинович. И единогласно проголосовали все «за», потому что этого человека все знали, Сумакиновича все знали, помнят. Знаменитому в Туве и за пределами республики судье международного класса и блестящему спортивному комментатору Владимиру Бичоолу в этом году исполнилось бы 75 лет. Он был справедливым, честным, требовательным человеком, вспоминает Буян Бичоол, сын Владимира Сумакиновича. Он вырастил нас, сыновей, нас двое, на своем примере. Я рос на примере отца. Ну и поэтому, наверное, я пошел по стопам отца, стал борцом, спортсменом. Сам он был очень такой общительный человек, очень всенародно любимый. Все его помнят, знают. Свою трудовую деятельность Владимир Сумакинович начал представителем областного совета добровольного спортивного общества «Урожай». Далее был назначен председателем комитета по физической культуре и спорту при Совете министров Тувинской АССР. В постсоветское время работал заместителем председателя Госкомспорта Республики Тыва, избирался депутатом. Владимир Бичоол очень много времени уделял тренерско-преподавательской деятельности. Есть ребята, которые его воспитанники неплохо боролись. Матвей Топиол, Таджи Саргол, мастера спорта выполнили норматив. Еще много ребят есть, которые он воспитал. Потом тренер, вот он творчески работал, творчески, новой методикой тренировки применял на тренировках. Владимир Бичоол за 30 лет труда был отмечен званиями заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Тыва, отличника физической культуры и спорта СССР, России и Республики Тыва, мастера спорта РСФСР по национальным видам спорта, судьи всесоюзной категории по спорту. В памяти жителей Тувы Владимир Сумакинович навсегда останется как блестящий и неповторимый спортивный комментатор своего времени с искрометным юмором. Память о Владимире Бичооле теперь увековечен и адресно. Сайгын Бирбюч, Айхан Донга, Казамат Очур, Тува 24.